Ну, теперь новости из регионов. Впервые в этом году теплоходы с туристами из Китая прибывают в Хабаровск. Из-за низкого курса рубля у жителей КНР становятся популярными туры одного дня. Из местных достопримечательностей гостей из Поднебесной больше всего интересуют магазины. Стас Михайлов продолжит. Впервые туристы из Китая едут в краевую столицу не для налаживания торговли, а наоборот, за покупками. Маршрут Фуюань-Хабаровск и прежде был популярен, но в прошлом году поток туристов из России в Китай сократился почти вдвое. В преддверии этого сезона туроператоры приложили все усилия для раскрутки туристического маршрута Фуюань-Хабаровск. Власти КНР, в свою очередь, помогли максимально сократить бюрократические проволочки. Прилетели граждане КНР Фуюань, спрашивают, есть желание посетить Хабаровск? Есть. В течение 2 часов оформляются заграничные паспорта, люди отдыхают там и так далее. Утром готовые паспорта садятся на теплоход и отправляются в Хабаровск. Очень удобно. Эта группа в Хабаровске всего на несколько часов. Теплоход прибыл в 11 утра и уже в 4 отчалит от российского причала. А потому с городом туристы знакомятся из окна автобуса. По дороге в торговый центр остановка на главной площади города. Здесь китайских туристов ожидает главная экзотическая достопримечательность – хабаровские голуби. И, наконец, за покупками. Китайцев интересует косметика, парфюмерия и даже еду в качестве сувениров везут в Китай. Но все-таки наибольшим спросом среди китайцев пользуются ювелирные украшения. Тем более, что приобретать их с разницей курсов валют сейчас особенно выгодно. По плану такие группы будут приезжать каждый день. И за весь навигационный сезон Хабаровск смогут увидеть почти 8 тысяч жителей Поднебесной. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.